Если бы за стенкой были соседи, то через дыру в полу с ними можно было бы поздороваться. Эту однушку на Семена Данилова 14/1 брату Анны Протопоповой дали как погорельцу в ноябре 2013-го. Уже тогда это жилье было в плачевном состоянии. Обои содрала, как увидела вот эти стены, я тоже стала плакать. Первый раз я вижу такой дом. Вообще никак не могла понять, что такое может быть. Даже не подгнила, а одна труха. Дом 60-х годов постройки выработал свой ресурс еще более 20 лет назад. От перекошенных стен отваливается штукатурка, проседает крыша. Все держится буквально на честном слове. Хронической болезнью всех деревянных домов Якутска является регулярное подтопление фундамента. Дом на Семена Данилова оказывается в воде практически после каждого сильного ливня, в результате чего все его основание превратилось в труху. В мае этого года на совещании в мэрии было дано поручение об укреплении единственного жилья пенсионера, но за 3 месяца проблему так и не устранили. Как заверил глава строительного округа, до конца этой недели в квартире будут проведены ремонтные работы. На этой неделе мы подпорки поставим, потому что с Юнионом уже договоренность прошла, все это решено уже. Сейчас только надо посмотреть, как это все сделать. Несмотря на свое печальное состояние, дом до сих пор не признан аварийным. Через суды непригодными для жилья признают отдельные квартиры. Чтобы деревянный барак наконец встал в очередь на получение нового жилья, собственники должны собрать специальную комиссию. По совокупности всех заключений, которые были вынесены специалистами, комиссия по признанию дома аварийным, не признание его аварийным. Если нет заявлений от собственников с такой просьбой, значит, обследование не проводит. Все дома 17-го квартала попадают в проект застройки китайской компании «Джода», которая рассчитана до 2021 года. Но вот выдержат ли до этого времени трухлявые стены, остается только догадываться. Анна Лебединская, Ларион Федоров, Вести, Якутск.